Призванных по мобилизации обеспечат полевыми кухнями на передовой для приготовления горячей пищи. Такое решение принял глава Коми, вернувшись буквально сегодня ночью с линии фронта. Об этом Владимир Уйба рассказал на встрече с семьями мобилизованных. Руководитель региона ответил на вопросы родных и близких военнослужащих. Общение длилось несколько часов. Какие вопросы у тех, кто остался в тылу, знает Ольга Коняева. В зале жены, родители, родственники наших призванных по мобилизации, контрактников и добровольцев. По видеосвязи родные военнослужащих в районах. Первым делом глава Коми делится новостями с передовой, где еще вчера Владимир Уйба общался с нашими бойцами. Передал амуницию, провиант, увидел, в каких условиях несут службу ребята из Коми. Когда мы привезли полностью всю экипировку от носок до теплых костюмов. И когда мы им начали разгружать, а это, я еще раз повторяю, здоровый автобус, они говорят: а вы зачем нам это привезли? На дембель? Это я с ними общаюсь, они говорят: вы нам это зачем? А я еще смотрю, они все во всем теплом. Я говорю: так это у вас одежда теплая? Они говорят: естественно, холодно же. Я говорю: так жены ваши и мамы меня голову оторвали и говорят, что вы холодные. Они говорят: да ничего подобного, у нас нормальные. Потом они записали же это и сказали, что у нас никаких вопросов нет, по амуниции тем более. Я говорю: а это куда вам? На дембель. Я говорю: хорошо, ладно, пусть будет на дембель. Поэтому на сегодняшний день, я еще раз говорю, что мы с ними когда переговорили, это я уже сказал, они об этом не говорили, что нам надо им направить сейчас, закупить и направить наши эти советские полевые кухни. И закрыть вопрос по трехразовому питанию. Оставаясь дома в ожидании своих героев, для многих главный вопрос – как и чем помочь, как приблизить победу. В Усть-Куломском районе готова к отправке целая машина с посылками от родных и неравнодушных. Наши парни молодцы, никто не жалуется, поэтому это все можно пережить. Но мы со своей стороны тоже хотим немножко помочь, чтобы они улучшили свой быт. И мы собрали, наши неравнодушные жители нашего района, собрали мы им гостинцы, мы собрали им, сделали печки-буржуйки, генераторы купили. У нас только одна проблема – командиры не выходят навстречу. Это у нас проблема. Как-то можно ли это наладить? Сегодня, на самом деле, это уже такая всенародная поддержка, реально всенародная. Это не только правительство и глава, это реально всенародная. Поэтому давайте так, отдельно нужно будет, Сергей Владимирович рядом с вами сидит, Сергей Владимирович сообщит уже фамилию, имя, отчество, откуда уходил, дальше мы найдем. Мама мобилизованного из Инты сообщила, нужны малые саперные лопатки. Договорились, что шансовые инструменты с Коми тоже будут отправлять. Сейчас, например, увезли рулон специальной армированной пленки, отмечает Владимир Уйба, чтобы в блиндажах не протекало. В каждой ситуации подход индивидуальный. Я сам поддерживаю связь с некоторыми членами семей мобилизованных. У нас сейчас лежит в больнице в Подмосковье в военном госпитале доброволец, который после тяжелого ранения, у него форма пришла полная негодность, сами понимаете. И сейчас мать этого добровольца обратилась к главе, и форма будет ему предоставлена. Люди видят, что глава к ним обращен лицом, и он слышит, он видит, и главное, получает результат. А рации и квадрокоптеры – это только по запросу командиров с боевых позиций. Они нужны не каждому, а главное – нужны модели определенных параметров. Выходить на связь с родными военнослужащие будут редко. Это нужно для безопасности, объясняет глава Коми. Вопрос, волнующий каждого – когда бойцы вернутся. Их очень ждут. Когда будут отпуска, когда закончится мобилизация. Я и ребятам давал ответы вчера, с кем общался, и вам сегодня дам ответ, когда будет победа. Потому что до победы мы работаем все. Они воюют, а мы работаем на них. Все. С 25 сентября, с самой первой отправки бойцов, в Коми открыли горячую линию. Сегодня вопросов меньше. Более 2000 отработано. Все обращения на контроле главы Коми. Разработаны меры поддержки для мобилизованных и их семей.
Хочу сказать спасибо за очень хорошую поддержку семьям. Это бесплатные детские сады и питание. Это действительно колоссальная помощь. Буквально окутать вниманием семьи мобилизованных – такой посыл главы властям всех уровней. Кто-то не успел оформить доверенность, другим нужна специализированная медицинская помощь. Вот, допустим, моя дочка стоит на получение установку брекетов, но очереди там очень большие. И финансов у нас тоже нету, чтобы поставить, потому что это очень дорого. В каждой поликлинике ЦРБ назначен ответственный. Значит, я сейчас попросил коллегу из Минздрава уточнить, везде ли висят объявления. То есть задача ваша, если нужна медицинская помощь семьям мобилизованных, неважно, это взрослые или дети, вы обращаетесь к этому куратору, как правило, это заместитель главного врача по медицинской части, начмед. Обращайтесь к нему, и он уже в ручном режиме помогает и оказывает медицинскую помощь. У нас такая есть формулировка с возможностью индивидуального сопровождения, то есть буквально за руку помогает. Сегодня каждый член семьи, вот карточка медицинская, на ней должна стоять буква Z. И это уже сигнал любому врачу, медсестре о том, что этот человек или вот как бы требует особого к себе подхода. Встречи такие необходимы, их надо проводить регулярно, и не только на уровне вот первого лица республики, губернатора, а на уровне вот там внизу, там, где люди, вот основная масса, где меньше людей, где будет меньше вопросов, где можно будет лучше, детальнее и тщательнее подойти к человеку с тем, чтобы ему ответить на вопрос. Люди находятся в стрессе, мы должны это понимать. Чуткость к проблемам и актуальная информация для тех, кто остался в тылу. Сегодня это самая важная помощь. Такие встречи нужны. Периодичность их будет зависеть от тех проблем, которые будут возникать у наших ребят, и от того, как они будут решаться. Другой вопрос, который необходим, который я вот тоже хотел бы сказать, но сложно там об этом все говорить, это должна быть четко подналажена работа тех учреждений, в которые ходят матери и жены. По итогам разговора Владимир Уйба пригласил Александра Савенкова вместе с собой в следующую поездку на передовую в начале декабря, чтобы своими глазами увидеть условия несения службы нашими бойцами. Александр согласился и поблагодарил за организацию такой встречи с родственниками мобилизованных. За несколько часов общения каждый услышал важные для себя слова. И самое главное, родные не одни их слышат и готовы решать все возникающие трудности. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.